На неделе прошел и круглый стол по вопросам трудовой миграции. Денежные переводы мигрантов составляют треть годового ВВП Кыргызстана. Мигрантов около 1 миллиона. Если каждый кормит себя и еще 2 членов семьи, то половина населения живет за счет мигрантов. Еще один сюжет Андрея Токомбаева. Пандемия, лишив многих трудовых мигрантов заработка, нанесла ощутимый урон экономике страны и благосостоянию населения. О выработке стратегии и способов решения этой проблемы шла речь на прошедшем в пятницу круглом столе по вопросам внешней миграции и посвященном Международному дню мигранта. Встречу организовали Государственная служба миграции и несколько общественных организаций, занимающихся поддержкой граждан, живущих заработками за рубежом. Помимо присутствовавших представителей общественных организаций, служащих госучреждений, посредством онлайн-связи участвовали и сотрудники нескольких посольств и представительств Кыргызстана за рубежом, а также лидеры и активисты кыргызских землячеств в России и других странах СНГ. Как поделился в разговоре с корреспондентом 5-го заместитель руководителя Госслужбы миграции, за рубежом, в основном в России, живут и трудятся около 700 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Если учесть, что они кормят свои семьи в Кыргызстане, а в каждой семье от 3 до 5 человек, то работа за рубежом представляет собой источник дохода для половины населения страны. Произошедшая по причине пандемии временная потеря ими заработка – большая проблема, сказал заместитель руководителя ведомства. Конечно же, пандемия внесла свои существенные коррективы. Мы хотели бы отметить, конечно, очень много негативных моментов, когда люди элементарно не смогли выехать на территорию своей родины. Очень много людей в первые дни пандемии они остались в аэропортах. Обсуждая проблемы трудовой деятельности мигрантов, Госслужба миграции сообщила, что около 30% несчастных случаев и смертей гастарбайтеров происходит на производстве. Большинство таких случаев происходит в результате негарантированной защиты таких работников от несчастных случаев, дискомфортных условий жизни и труда. И яркий тому пример – произошедший летом 2016 года пожар в одной из типографий Москвы, в котором погибли 14 человек. Они остались бы живы, если бы руководство типографии позаботилось создать труженикам нормальные условия. Эти и другие вопросы должны были взять на карандаш чиновники миграционных служб Кыргызстана и других республик СНГ еще с середины 90-х годов, когда поток трудовых мигрантов только начался. К сожалению, системное решение проблем и сейчас оставляет желать лучшего. Конечно же, остаются вопросы. Вопросы по постановке на миграционный учет и вопросы грузодвесия, иные вопросы. Мы их решаем по мере их поступления, ставим задачи согласно интересам граждан Кыргызской республики в рамках особых комиссий при Евразес. Коренной вопрос проблемы юридический, считает представитель Госслужбы миграции. И основной принципиальный вопрос – достижение равенства прав трудовых мигрантов всех стран ЕС, де юре и де факто, поясняет Токтоболотов. Как результат мы можем видеть, что ЕЭК сейчас предлагает рассмотреть новый особый статус гражданина Евразес, где граждане 5 стран будут иметь равные права на все социальные услуги, равные права на труд и равные права ко всем услугам, которые производятся государствами. Ощутимую поддержку мигрантам оказывают и землячества за рубежом. В последние годы эффект этой помощи возрос в несколько раз после того, как власти стран СНГ перестали пускать решение проблемы взаимодействия таких неформальных объединений на самотек, начав прорабатывать их на государственном уровне. Вот что рассказал в интервью Пятому каналу один из участников встречи, куратор по Российской Федерации, одной из международных общественных организаций, помогающих трудовым мигрантам. Наша организация помогает именно нашим мигрантам по всему миру с разной части угла. То есть от выезда из Кыргызской республики до приезда и дальше во время проживания со всеми документами, юридическими вопросами со всех сторон помогает наша организация. На встрече было предложено создать экстренный фонд поддержки трудовых мигрантов во время кризисных ситуаций. В нынешнем году на горячую линию профсоюзов мигрантов больше всего жалоб поступило в связи с ситуацией на границе и нарушением трудовых прав. 69% обращений было из России, 22% из Казахстана, остальные из Турции и Арабских Эмиратов. Те же, кто в связи с пандемией остался без работы и при этом по тем или иным причинам не смог вернуться на родину, остро нуждаются в помощи со стороны государства, прежде всего юридической, считает одна из организаторов круглого стола.
В последнее время на самом деле достаточно много потребностей в юридической помощи мигрантам. Ввиду того, что трудящиеся, выезжающие на заработки, не всегда готовы к трудовой миграции, а именно едут без оформления документов. Как отметила на заседании председатель Координационного комитета Центральной Азии в движении Нурия Темирова, пандемия стала причиной возвращения более 50 тысяч трудовых мигрантов на родину. Большинство из них безуспешно пытаются снова уехать на заработки, но в связи с ограничениями на въезд во многие страны, в том числе и Россию, они не могут туда попасть. При этом, по некоторым данным, 40% российских компаний испытывают нехватку рабочей силы. Трудовые мигранты, находящиеся в России, работают на износ для восстановления денежных средств, которые были потрачены в период пандемии, сетует Ишимов. С марта месяца все границы были закрыты, не смогли перемещаться наши трудовые мигранты. Оставались очень многие люди, то есть семья, половина семьи где-то в России или в других странах, а половина семьи здесь, в Кыргызстане, оставались. По сведениям участников встречи, основные проблемы, с которыми столкнулись мигранты, это невозможность платить за жилье – 64%, потеря работы – 45%, отсутствие денег на еду – 43%, проблемы с силовыми структурами – 20%, информирует Светлана Баштовенко. Как мы знаем, больше всего мигрантов у нас находится в Российской Федерации. И тогда, физически находясь уже, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, наши партнеры могут помочь юридической консультации. Кроме того, у нас есть онлайн-консультации. И тем не менее, даже несмотря на пандемию, большинство проблем трудовых мигрантов сейчас вышло на новый уровень, когда государственные структуры СНГ должны лишь координировать вопросы условий проживания трудовых мигрантов. Когда они будут успешно решаться в правовом поле, всю остальную работу, от юридической защиты до создания инфраструктуры жизнеобеспечения, должны решать общественные организации, создаваемые самими сообществами мигрантов, считает эксперт по вопросам миграции ресурсного центра пожилых людей. И когда мы обсуждаем по механизмам социальной защиты, оказания помощи, мы должны понимать, что сейчас уже государственные органы должны лишь, наверное, ограничиться только созданием соответствующих условий для того, чтобы мигранты могли достойно пребывать на территории иностранного государства. Трудовые мигранты в республиках СНГ и дальнего зарубежья сейчас испытывают гораздо меньшие проблемы, чем, например, 10 лет назад, сказал на заседании Токтабалутов. После вступления Кыргызстана в Евразес многие проблемы кыргызстанцев снялись. Даже элементарный подсчет сэкономленных денег после того, как кыргызстанцы перестали покупать патенты и разрешения на работу, он составляет порядка свыше 250 миллиардов рублей за эти 5 лет. Помимо этого, кыргызстанцы в своих трудовых правах сейчас приравнены к гражданам Российской Федерации. Решен вопрос по полисам обязательного медицинского страхования. Как подчеркивает Токтабалутов, благодаря тесному сотрудничеству миграционных служб стран ЕС удалось улучшить условия жизни сотен тысяч мигрантов и вернуть их трудовую деятельность в правовое русло. Международный день мигранта ежегодно отмечают уже второй год по случаю знаменательного события. 10 декабря 2018 на межправительственной конференции в Марракеше, Марокко, представители 164 государств, в том числе и Кыргызстана, одобрили глобальный договор о безопасности упорядоченной и легальной миграции. В том же году День мигранта решили отмечать 18 декабря. Андрей Такамбаев, Аделет Марсбеков, Пятый канал. Главные итоги.